Однажды Чаван-Ищен собрался отогнать большое стадо на высокогорное пастбище за 3 перевала и 4 ущелья. Работником он был усердным, старательным и честным. Поэтому не только соседи, но и все сельчане доверяли ему свой скот. Но и за хорошую работу вознаграждали сполна. Вот только он был слишком наивен и доверчив. О, Болгунбай Байке, это вы? Ищен, ты что ли? Да. Ай, как дела? Слышал, ты на дальнее пастбище собрался. Да, Байке, засиделся я что-то в селе. А как вернусь осенью, думаю начать строить новый дом. Хорошо. Ну а сейчас куда идешь? Вот иду к Алысата. Добрые люди посоветовали. Говорят, честнейший человек. Не хочу с собой заработанное везти. Решил у него оставить на хранение. Ай, голову не морочь. Оставь свои деньги мне. Я их сохраню. И никуда ходить не надо будет, когда с пастбища вернешься. Только принеси их мне не домой. К старому тополю возле колодца, знаешь? Да. Но никому об этом не говори. Понятно? Ну хорошо, Болгунбай Байке, обязательно принесу. Хорошо, я придумал. И вот настал вечер, как и договаривались, пришел Ищен в условленное место у старого колодца. Болгунбай Байке! Болгунбай Байке! Ищен, это ты? Да, это я. Принес? Никого не встретил по дороге? Никто тебя не видел? Нет, никого не встретил. Никто меня не видел. Болгунбай Байке, вот все мои накопления за долгие годы работы. Все, давай скорее, мне пора. Вот, возьмите, здесь все. Хорошо. Ну, я пошел тогда. Удачи. На том они и разошлись. Отправился Ищен на дальнее пастбище. Прошло время, наступила осень. Все чабаны пригнали отары. Раздали скот хозяевам, получили плату за свой труд. Вернулся в родное село и исчез. Ишен, ты вернулся! О, Байке, здравствуйте. Как твое здоровье? Удачный ли был твой путь? Да, все в порядке. Хорошо поработал. Теперь вот хочу начать строить свой дом. У меня вопрос к вам, Байке. Да подожди ты вопросы задавать. Устал же с дороги. Столько перевалов, ущелий, а стадо-то ого-го, какое погнал. Иди, отдохни, поспи. Это все пока подождет. Потом разговаривать будем. И вообще, у меня сейчас дела, тороплюсь. Не видишь, я занят. Но Байке, Болгунбай Байке. Несколько раз Ищен пытался поговорить с Болгунбаем, но он все время убегал под разными предлогами. Наконец удалось Ищену остановить Болгунбая. Уважаемый сосед, дорогой, что-то никак не получается поговорить с вами. Я вот все занят был. Некогда, да и сейчас отвлекаешь ты меня. Тороплюсь я. А базар ждать не будет. Ну-ка, посторонись. Подождите, я много вашего времени не займу. Вы только верните мне, пожалуйста, деньги. Деньги? Ай, какие деньги? Ну как же? Помните, перед отъездом я оставил на хранение вам все свои сбережения. Ой, сынок, ты, кажется, сильно ошибаешься. Не давал ты мне никаких денег. Да и я не брал у тебя никаких денег. Если хочешь в долг взять, так вот, тоже большая незадача. Нет у меня сейчас денег. Ой, нет, не хочу я ничего занимать. Я свои кровные хочу вернуть. Болгунбай Байке, ну как же, у старого большого тополя я вам отдал на хранение. Там, где колодец высохший, за соседним селом.
Вы же сами там встречу назначили, байки. Ой, какой тополь-мополь! Ишь, навыдумывал, бездельник! А ну с дороги! Болгонбай байке! Эй, Болгонбай байке! Болгонбай байке! Ишен понял, что никак не сможет доказать, что он прав и не сможет вернуть свои деньги. Шел он грустный, куда глаза глядят, но встретилась ему на пути Джаркнаэджи. Ай, Ишен, ты что не здороваешься? Не видишь ничего вокруг, голову повесил. Ты огорчен, что ли, чем-то? Да, Иди, не до радости мне сейчас. Перед тем, как ехать на пастбище, отдал я все свои деньги на хранение Болгонбай байке. А сейчас он делает вид, что не брал. И отдавать и не собирается. Ох уж этот Болгонбай. Ничего его не исправит. Хотя есть один способ. Иди-ка, Ишен, Калсата. Он-то точно сможет вывести на чистую воду этого Болгонбая. Ладно, так и сделаю. Спасибо, Иди. Послушался Ишен совета Джаркнаэджи, побежал радостный к Калысата и все ему рассказал. Здравствуйте! Здравствуй, заходи. Я к вам с одной проблемой пришел. Говори. Вы же знаете Болгонбая? Болгонбай? Знаю, да. Когда я собрался на пастбище, Болгонбай уговорил меня оставить все мои сбережения ему на хранение. А теперь не хочет обратно отдавать. Калсата, помогите вернуть мои деньги. Не сможете помочь? Так, может, хоть совет какой-нибудь дадите, а? Ох уж этот Болгонбай. Снова за старое взялся. Так вот, Ишен, приходи завтра с утра. Болгонбая я тоже позову. Разберемся. Спасибо, Ата. Встретились на утро Ишен и Болгонбай для решения этого спора у Калысата. Болгонбай, брал ты деньги у этого джигита? Надо бы вернуть, не позорь седины. Да, Калысата, вы правы. Я и вправду мудрый. И люди меня уважают. Называют Аксакалом. Спрашивают совета. Мне легче легкого. Кого хочешь обман... Ой. Ну да ладно, не об этом. Вот поэтому не брал я у этого юноши даже самой мелкой монетки. Я клянусь своей седой головой. Я вообще его знать не знаю. А он ко мне, уважаемому человеку, прицепился с какими-то непонятными деньгами. У меня даже глаз из-за него дергаться начал. Вот, уважаемый Калсата, посмотрите. Ой. Ай, обманщик. Уважаемого Калсата, золотое время отнимаешь. Ну и у меня тоже, конечно, вместе со здоровьем. Успокойтесь. Сейчас во всем разберемся. Если Ишен на вас понапрасну наговаривает, то он обязательно извинится. И я его накажу. Да, давай прямо сейчас начинай извиняться, обманщик. А вы, Калсата, самое страшное наказание назначьте этому негоднику. Когда ты отдавал деньги на хранение, это кто-нибудь видел? Свидетели были? Нет, уважаемый Калсата. Никого не было вокруг. Тем более, он такое место назначил странное. Но я тогда не обратил на это внимания. Ну и где же он назначил место? Где ты ему деньги отдал? За соседним селом, около заброшенного колодца, растет старый тополь. Около этого дерева я и отдал свои деньги. Эй! Какой такой колодец-шмолодец? Да я в том селе и не был ни разу. Что такое он несет? Вы только посмотрите на него, а? Болгонбай, потише, пожалуйста, хорошо? Да, извините, уважаемый Калсата. Значит, никто этого не видел. Может, Болгонбай хоть какую-то бумагу, расписку тебе дал? Нет, уважаемый Ата, никаких бумаг он мне не давал. Вот, многоуважаемый Калсата, видите, никаких доказательств нет. Врет этот обманщик. Хочет меня лишить честно заработанного. Обманщик, тьфу на тебя. Но раз доказательств больше нет, тогда, Ишен, приведи-ка тот старый
тополь ко мне. Однако, уважаемый Колосата, как я приведу тополь к вам? У него же ни глаз, ни ушей нет, ног тоже. Как же он пойдет? Он же дерево. Придет. Вот только покажи ему эту бумагу с моей печатью. Быстренько прибежит. Вышел Ишен от Колосата, растерянный таким заданием. Не понимая, что происходит, остановился. Как же можно дерево привести? Колосата в своем уме? Может, от Болгомбая заразился? Да ладно. Сказал привезти. Да хоть попробую. Может, действительно бумага волшебная. Отправился Ишен широкими шагами к старому дереву, ведь путь не близкий. А Болгомбай очень обрадовался. Подумал он, что всех перехитрил. Кажется, удача на моей стороне. Разве дерево может прийти? Вот смех-то. Что Ишен, что старик этот одинаковые глупцы. Обведу их вокруг пальца. Только так. Прошло полчаса. Внезапно Колосата обратился к Болгомбаю. Уважаемый, как думаешь, дошел уже Ишен до дерева? Нет, какое там? Не дошел он еще. Куда ему? Ну тогда отдыхай. А у меня другие дела есть. Надо закончить. Ладно. Прошел еще час. Колосата снова обратился к Болгомбаю. Эй, Болгомбай, ну а теперь-то он дошел? Еще целый час уже прошел. Да, кажется, уже должен дойти. Ну тогда подождем. А я пока книжку почитаю. Ладно. Еще час прошел. Колосата в третий раз обратился к задремавшему Болгомбаю. Ишен, наверное, уже должен вернуться. Ой, что? Где я? Кто он? Ой, а сколько времени прошло? Да уже почти 3 часа прошло. Ну тогда, да, уже должен скоро подойти. Хорошо. Прошло еще немного времени. Вошел опечаленный Ишен и протянул Колосата его бумагу с печатью. Эх, Колосата, вы же серьезный человек. Зачем так нехорошо шутите над бедным трудягой? Даже если прибить эту бумагу к тополю, не придет он сюда. А тополь уже был здесь. Приходил. Все как было рассказал. Что? Тополь? Ай, когда? Если бы он был здесь, я бы увидел. Болгомбай, я же спрашивал тебя 3 раза. Да? Да, ну и что? Первый раз ты сказал, что он еще не дошел. О чем вы? Я что-то не понимаю. Когда я спросил во 2-й раз, ты ответил, что он уже дошел. И что? Разве это что-то значит? На мой 3-й вопрос ответ был такой, что он скоро будет здесь. Правильно? Ну да. Если ты не брал деньги Ишена около того тополя у колодца и вообще не знаешь, где находится это место, так откуда ты мог знать, сколько времени нужно, чтобы до него добраться? И сколько надо времени на обратный путь? Болгомбай сидел, не шелохнувшись, застыв, словно камень. Понял, что хитрость его раскрыта и что он упал в выкопанную им же самим яму. Ай, извини. Прости, сосед дорогой. Шайтан попутал. Я не хотел, но поддался искушению. Больше так не буду делать. Ой, прости меня, бестолкового. Ишенушка, прости. Болгомбай признал свою вину. Долго он просил прощения у Ишена и вернул ему все деньги. Вот так острый ум Колосата помог раскрыть обман Болгомбая и вернуть Ишену честно заработанное. Недаром в народе говорят: честно будешь жить, достигнешь многого, а обманом заработаешь только насмешки.